Приятно. Давай в сторону перейдем. Я сейчас завожу участников. Все лишние выходят. Переноску свою убираем. Она реально спускается. А как ее снимать? Нет, все равно. У вас своя задача, у меня своя. Все, двигайте ее. Надеваем маски. Все, я завожу участников, так? Одеваем маску. Ну, наверное, потому что здесь такая концентрация вредных веществ. Здесь можно раздеться. Ну, именно нормально.
Хайырлы күн, хөрмәтле ватандаштар, һаумыгыз хөрмәтле республика халкы һәм безнең белән бәйләнештә булган Россия төбәкләрендә булган тамашачыларыбыз. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня, 13 декабря, на площадке рядом с Конгресс-холлом Торатау. Сегодня у нас проходит заключительный тур международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Быел безнең республикала өр-яңа проект башкорт милли киемен тегү осталарының беренче халыкара тамга конкурсы үтте. Конкурс үзе куйган максаттарга иреште. Халык традицияларын хаклау, милли киемде пропагандалау эшенә зур өлеш индерде һәм башкорт милли киеменә кызыксыну уятты. В ноябре впервые было объявлено о проведении международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Национальный музей Республики Башкортостан, Международный союз общественных объединений Всемирный Курултай Конгресс Башкир. Международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамга» проходит при поддержке главы Республики Башкортостан Хабирова Радия Фаритовича и правительства Республики Башкортостан. Наша с вами задача сделать так, чтобы и национальная культура стала важной неотъемлемой частью нашей жизни. Например, башкирский костюм. Он плавно входит в нашу деловую повседневную жизнь. Когда я вижу на мероприятиях людей в одежде с национальными элементами, очень радуюсь, сказал Ради Фаритович, отметив, что традиционный башкирский костюм, а также одежда с национальными элементами постепенно входит в нашу деловую и общественную жизнь республики. Слово предоставляется министру культуры Республики Башкортостан Амине Ивнимне Шафиковой. Добрый день, дорогие друзья, хайрлы күн, кадірлі достар, хурматлы кунактар. Барығыздыла бүгінгі матур біздің барған тамға конкурсымынан сын көңілден құтлайым. Бүгін финал этапы боласақ. Я всех поздравляю сегодня с нашим состоявшимся, я считаю, первым международным конкурсом национального костюма. Позвольте, сниму, праздником, конкурсом национального костюма «Тамга». Да, действительно, он проводился впервые в этом году. Проводился он в соответствии с распоряжением правительства Республики Башкортостан по поручению главы Республики Башкортостан Хабирова Радия Фаритовича. И вот сегодня уже можно сказать, что конкурс состоялся. Почему? Потому что участвовало порядка 10 регионов, 5 стран. Участники были у нас представлены. Порядка 300 участников было, которые представили почти 1500 работ. Я считаю, это вот то наше богатство, та наша большая история, которую мы сегодня с вами сохраняем. Ну и огромная моя благодарность, конечно, тем мастерам, которые прислали, которые приняли участие, прислали свои работы. Огромная благодарность тем мастерам, которые находятся сегодня здесь, дошли до финального этапа. И мы с удовольствием будем следить за тем, как вы онлайн будете презентовать свои работы. И, несомненно, все ваши презентации мы сегодня специально сделали. В этом вот первый конкурс «Тамга» мы сделали именно в таком формате, чтобы записывать каждый ваш рассказ, каждую вашу презентацию, потому что нам это сегодня интересно. Интересна история каждого костюма, история родовых костюмов, скажем так, и история аксессуаров, технологии их изготовления. Она интересна сегодня нам, и я думаю, вот тот огромный видеоматериал по итогам конкурса, который мы получим, мы передадим его. Он уже будет таким, скажем так, началом нашей большой с вами хорошей, доброй истории, хорошей хрестоматик, по которым, может быть, потом наши потомки будут изучать историю костюма, историю башкирского народа в целом. Поэтому еще раз спасибо вам огромное, дорогие мастера. Спасибо нашим экспертам, членам жюри. Я знаю, вам
досталась очень сложная работа, потому что работ было очень много. Смотреть, анализировать, принимать решения. Но мы полностью доверяемся вам, потому что вы знатоки в своей области. Вы знаете башкирский костюм как с точки зрения истории, так и с точки зрения его изготовления. Поэтому огромная благодарность вам. Ну и я желаю всем тем участникам, которые сегодня будут участвовать в финале, представить свою работу так, как вы считаете нужным, так, как философию каждого костюма. Но и то, что вы сегодня уже принимаете участие в финале, я считаю, это уже большая победа. То, что вы показали свои работы экспертам, то, что ваши работы увидят в видео в онлайне, и потом в будущем очень много людей, это тоже уже большая победа. Спасибо вам огромное. И я бы сегодня хотела вручить благодарственные письма и почетные грамоты Министерства культуры Республики Башкортостан, нашим мастерам, нашим знатокам за тот огромный вклад, который вы вносите в сохранение не только истории башкирского костюма, но и в сохранение истории башкирского народа. Спасибо вам. Зур рахмат, елы үздерігіт һәм тілектерігіт өсін. Мы переходим к церемонии награждения. Благодарственным письмом Министерства культуры Республики Башкортостан награждаются Ахтямова Сайда Мухаммедгалеевна, мастерица тамбурной вышивки. Юлдашбаева Роза Рафиковна, мастерица тамбурной вышивки. Уважаемые жюри, участники, не жалейте своих аплодисментов для участников. Ахтариева Фазлыева Альфия Макримовна, мастер-изготовитель башкирского костюма национальных кукол. Эти бурные аплодисменты звучат вам, уважаемая Альфия Макримовна. Амантаев Рафаэль Альбертович, мастер башкирских аксессуаров, реконструктор. Хамидуллин Роберт Ринатович, мастер башкирских аксессуаров, реконструктор. Аубакирова Гашура Зайнуловна, мастер тканных шалей и войлочных ковров для юрт. Демина Зоя Васильевна, руководитель ателье «Салават». Шафикова Гюльнара Рафаиловна, мастер-изготовитель башкирского костюма. За работу в жюри в международном конкурсе мастеров башкирского национального костюма «Тамга» награждается благодарственным письмом Ничволода Елена Евгеньевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Музея археологии и этнографии. Кирдякин Александр Данилович, член Союза дизайнеров России, член Союза художников ЮНЕСКО, обладатель гран-при Евразийского конкурса высокой моды и национального костюма «Этно-Эрато». Юлдашбаев Азамат Рамилович, руководитель творческого объединения «Мосафир». Усманова Салима Маратовна, научный сотрудник отдела этнографии Национального музея Республики Башкортостан, художник. Также благодарственными письмами награждается Махмудов Альберт Рафилевич, директор Бардымского районного краеведческого музея Пермского края. Баишев Ирик Фанурович, реконструктор, предприниматель, член клуба ВИК, первый башкирский конный полк «Любизар», Германия.
Лобанов Андрей Борисович, дизайнер, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Грузия. Также благодарственным письмом за активное участие в конкурсе награждается Бикбаев Арслан Русланович, дизайнер, главный художник башкирского художественного промысла «Агидель». Янузакова Розалия Радиковна, ведущий методист отдела нематериально-культурного наследия Республиканского центра народного творчества. Почетными грамотами Министерства культуры Республики Башкортостан награждается Галиуллин Юлай Равкатович, ведущий методист Республиканского центра народного творчества. Баймурзина Кульгина Валитовна, ведущий специалист по фольклору Республиканского центра народного творчества. Тагирова Линара Равилевна, режиссер, руководитель студии «Галукай» Башбьюти. Гатауллин Ильдар Забирович, мастер-реконструктор традиционного костюма. Также почетной грамотой награждается Кужин Азат Галиаскарович, реконструктор, художник, иллюстратор, член клуба ВИК, первый башкирский конный полк Любизар, Польша. Спасибо большое, Амина Евгеньевна. Но под эти бурные аплодисменты мы просим запечатлеть. Артур Айдарович, пожалуйста, вам слово. Амина Евгеньевна, беден оештырышлар исеменен һәм мына барлык катнашучылар исеменен һезгә бәләкәй генә шундый бүләк Таңга конкурсына шәхси рәвештә Мусафир компаниянан эшләнгән һәм мына шундый көмеш тәңкә һәрбер катнашучыга. Рәхмәт зур итеп. Ну что ж, дорогие друзья, предлагаю запечатлеть этот момент на долгую-долгую память. Пожалуйста, фото. Ну что ж, большое спасибо всем. Дорогие друзья, уважаемые участники, уважаемые зрители нашего YouTube-канала, я напоминаю, что наш конкурс проходит в 3 этапа, и сейчас объявляется перерыв на 5 минут. Буквально через некоторые мгновения мы встретимся вновь с вами на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества.
А мы рады приветствовать тех, кто только что присоединился на наш YouTube-канал Республиканского центра народного творчества. Напоминаю, что сегодня проходит заключительный тур международного конкурса башкирских мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Конкурс «Башқұрт милли киімі» брендін бұлдыру Башқұрт милли киімін төгі өлкәһендәге һәләтле ұсталарды асықланы. Башқұртстанның милли киімі традицияларын өйрәнүгә, һаклауга һәм үстерүгә халык арасында кызыксыну арттырды. Ел сайын узгарыласак, конкурс 12 яшьтән өлкән осталар, костюмдар буенча рәссамдар, башкорт милли киеме дизайнерлары катнашалар һәм 5 номинацияла улар әлбиттә еңеү яулай ала. Дорогие друзья, конкурс проводится в 3 этапа. Первый этап – прием заявок проводится с 4 по 30 ноября. В адрес оргкомитета поступило 256 заявок. Второй этап прошел с 3 по 5 декабря в Национальном музее Республики Башкортостан, где состоялись отборочные туры, и жюри оценило 256 мастеров, 1439 работ в 5 номинациях. И третий этап, заключительный тур, в программе которого показ работ мастеров, финалистов и награждение победителей проходит сегодня здесь, рядом с Конгресс-холл Торатау. Но нас видит весь мир, так как ведется прямая трансляция на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества и на уличном видеоэкране. Бүгін бізде конкурска йомғақ, яғау, еңусілерді һәм призерларды бүләкілеу күні. Қатнашусы финалисттардың іштері түбәндәге номинациялар бойынса бағалана. Башқұрт милли киімі реконструкция, заманса авторлық киімі, балалар киімі, башқұрт милли ювелир бидәүстері, башқұрт киімі аксессуардары, әлбитті, бәйге булғас, бәйгісілер бізді бағалаусылар да була. Конкурска келген іштер менен біздің жюри ағзалары таныштылар. В заключительном туре в жюри конкурса будут работать генеральный директор Республиканского центра народного творчества Артур Алибаков, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник отдела этнографии Музея археологии и этнографии Елена Ничвалода, член Союза дизайнеров России, член Союза художников ЮНЕСКО, обладатель гран-при Евразийского конкурса высокой моды и национального костюма «Этно-Эрато» Александр Кирдякин, писатель, журналист, руководитель творческого объединения «Мусафир» Азамат Юлдашбаев, главный специалист по фольклору Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, координатор конкурса «Тамга» Гульгина Баймурзина, научный сотрудник отдела этнографии Национального музея Республики Башкортостан, художник Салима Усманова. Ну что ж, мы рады приветствовать вас, уважаемые жюри. Как я уже сказал, сегодня мы работаем в прямом эфире. Идет прямая трансляция на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества и на уличном видеоэкране. В режиме онлайн к составу жюри присоединились через приложение Zoom реконструктор, художник, иллюстратор, член клуба ВИК, первый башкирский конный полк Любизар Азат Кужин, Польша. Реконструктор, предприниматель, член клуба ВИК, первый башкирский конный полк Любизар Ирик Баишев, Германия. Дизайнер, член Международной ассоциации Союз дизайнеров Андрей Лобанов, Грузия. Директор Бардымского районного краеведческого музея Пермского края Альберт Махмудов. Былсара башқұрт милли киімі брендін бұлдыруға, талантлы hünәрмәндәрді табырға, елларды үттерге ярдам итәсәк, қадірлі достар. Конкурс ел хайын үткәреләсәк, еңеүчеләр 5 номинацияла бүләкләнәсәк. Дорогие друзья, данное мероприятие направлено на привлечение внимания к уникальным ценностям традиционного национального костюма, к его этнической самобытности и многообразию с сочетанием с тенденциями современной моды. Шулай итеп, кадерле достар, хөрмәтле жюри агзалары,
Милли стилдә сагу һәм матур киенү һәр вакытта хас күренеш. Шулай да башкорт халкы борын-борындан үз киеменнән әһәмият биргән. Иң зауыклы халыктарның береһелер мөгаен. Уларның киемдәре башкорт орнаменттары, милли нагыштар, кыю сигүзләр, кыйммәтле бидәүстәр, табигый таштар, кыйммәтле һәм мәрьян сәйләндәр менән заукланган. Башкорт милли киеме халкыбызның рухи байлыгының, дөнья карашының, күңел тормышының, көн күрешенең хыналышы ул. Ошо хыналыш милли киемдәр төрлеге һәр кемде хокландыра бүген, кадерле дуслар. Милли традицияларыбызны хаклаган, башкортыбызның рухын сагылдырган сәхнә киемендәре бүген күрәсәкегез һәм бүгенге бәйгеле катнашучылар эшләрен күрербез һәм ошо сорауларга җавап табырбыз дип ышанып калабыз. Сегодня проходит, дорогие друзья, третий заключительный этап международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Сегодня будут проведены итоги конкурса, состоится награждение победителей. Итак, дорогие друзья, переходим к показу работ мастеров-финалистов конкурса. Первая номинация – башкирский национальный костюм реконструкции. Здесь предусмотрено два направления – реконструкция локального этнографического костюма и башкирский национальный празднично-бытовой костюм. Критерии оценки соблюдения исторических канонов, культура ношения праздничной и исторической одежды, в соответствии региональным особенностям края, пошива, качественного выполнения в материале, декоративное и цветовое решение, гармоничность и яркость художественного образа, композиционная стилевая цельность костюма, также художественная выразительность. Показ в номинации «Башкирский национальный костюм. Реконструкция» открывает финалистка конкурса в данной номинации, дорогие друзья. Сейчас, буквально через некоторое время, мы ее здесь встретим на нашей юрте. Шафикова Гульнара Рафаилевна, город Уфа. Гульнара, хаумагады рахибитегеді біздің тирмеге үтегід бізді сәлемлейбід. Добрый день, Гульнара. Расскажите, пожалуйста, о своем хобби. Хайрли Кис. Всем здравствуйте. Меня зовут Шафикова Гульнара, я реконструктор традиционной башкирской одежды. Также я занимаюсь сбором этнографического материала. Знакомство с народной одеждой башкир у меня произошло благодаря Гульгине Баймурзиной и Хамдеку Кунакуловой. Несколько назад мы познакомились, этому я очень рада. С тех пор я заинтересовалась народной одеждой. И первый мой образ челябинских башкир. Не знаю, покажут его на экране. Да. Тогда расскажу о своем наряде, в котором я сейчас. Это образ оренбургских башкир, пошитый по нескольким источникам, но главный источник — это альбумированный отпечаток. Автор Михаил Букарь, 1872 года. Это образ оренбургских башкир. Хочу перекинуть хвост. Хочу показать вам расшитый хвост кашмау. Наряд шит из натуральных тканей, полностью из кораллов, из серебра, натуральный бархат, плюш, шелк. Также у меня есть внизу платье у меня традиционного туникообразного кроя с воротом изел. Внизу нагрудник нижний, тушельдере, кукракча, кукракса. Старинные сапожки, нижнее платье и штаны с широким шагом и штан. Вот. Головной убор и нагрудник и полностью пошиты вручную, даже основа шита вручную. Вот мой образ челябинских башкир. Я родом из Челябинской области, мой род Каратабын. Вы можете увидеть двойной платок кушьяулык парный, налобная повязка битлек. Это налобник моей прапрабабушки 1914 года. Традиционный нагрудник на челябинских башкир тип яга и платье. Платье пошито по образу из Музея государственного Челябинской области 1924 года. Вот, также штаны с широким шагом и старинные сапожки. Все, спасибо.
Большое спасибо, Гульгина. Ну, а когда у вас появилось желание, чтобы шить вот такие вот одежды? Желание появилось, когда я стала понимать, что это искусство исчезает, что люди носят сценическую одежду и забывают о своей родной культуре, о своем богатстве. Конечно, хотелось это все возродить и возродить уже другие комплексы одежды, помогать людям именно, чтобы они узнавали больше о своем костюме и учились шить правильные костюмы, правильные из натуральных тканей, правильного кроя. Спасибо большое, Гульгина. Мы тебя... Гульнара, прошу прощения. Гульнара, большое спасибо. Я хотел бы добавить, что Гульнара не только занимается реконструкцией костюма, но и помогает Республиканским центрам народного творчества. Мы буквально где-то полмесяца тому назад отписали очень большой цикл мастер-классов как видеоформат. Скоро мы его запустим по всем регионам, интересующимся, где живет компактно башкирский народ. И спасибо вам огромное и удачи вам. Спасибо большое. Мы провожаем вас. Большое спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, только что мы ознакомились работами Шафиковой Гульнары Рафаиловны, город Уфа. Уважаемый жюри, может, у вас есть какие-то мнения о работе Гульнары? Башкортса сөйлейм. Рахмет, егет. Гульнара Шафикова менән беҙ бер 7 ел самаһы мына ошо реконструкциялар менән булышабыҙ инде. Бик мына тырышып эшләгән ҡыҙ дип әйтергә кәрәк. Ул бөтә кейемдәре уның реконструкция. Ниндәй генә районда алайыҡ, ниндәй төбәктә алайыҡ, ул урын еренә еткереп эшләй. Һәм әлеге әйтеп иткәйне инде Артур Айдарович, ул беҙҙең менән Ырымбур өлкәһендә лә, Силәбе өлкәһендә лә, шулай әйтергә кәрәк, башка төрле төбәктән килгән катнашыусыларга ла бик күп шундай оҫталыҡ дәрестәре лә бирҙе. Шуңа ҙур рәхмәтлебеҙ. Һәм менә ошондай йәштәр булғанда беҙҙең эшебеҙ алға китәсәк һәм тарихыбыҙ ҙа һаҡланасаҡ дип уйлайым инде. Ҙур рәхмәт. Большое спасибо. Ну и следующий участник, финалист Галеева Заниля Сафаргалеевна, Челябинская область. Мы рады вас приветствовать. И зрители. Я сегодня представляю костюм курганских башкир, так как я сама из Курганской области. Костюм курганских башкир, реконструкция середины 20 века. Мой костюм состоит из платья льняного с аппликацией, камзола из атласа с отстрочкой яга, нагрудное украшение курганских башкир, куш-яулык и хакладарык, визитная карточка курганских башкир. Ну, а конкретнее можете рассказать о своей работе? Сафакуль районына хас шундай кейем өлгөһөн тергелгәнһегеҙ, шулай бит? Менә бында таҡҡан ҡолаҡ суҡ дип, менә шуларҙы әйтеп китһәгеҙ. Ну, менә был кулаксык, называют кулаксык. Он состоит из нанизанные на нитки коралловые бисеринки, гвоздика и семена арбуза. Очень интересный, да, ҡолаҡ суҡ. Ҡолаҡсыҡ, а был менә һаҡылдарыҡ. Күренәме һеҙгә? Күренә, бик матур. Менә Сафакуль районына ғына хас камзулдарҙың түрө. Әгәр күрәтергә мөмкин булһа, уның кеҫәһенең кроен ҡарағыҙ, ай формаһында һәм тәңкәләрҙе өсөшәр, күбәләк шикелле итеп баҫылған, шундай бик матур. Һәм итәгенә ҡараһағыҙ, тулҡынлы шундай итәкләр эшләнелгән. Был Сафакуль районына ғына хас. Хатта менә үҙенең ҡалпағы тураһында әйтмәне, Зәниләнең шундай ювелир эше ҡалпағы. Минең үҙемдең эше ҡалпаҡ, курганских башкир, реплика колпачка с Белого озера, с деревни Белое озеро. Сафакульского района. Әлбиттә, һәр бер башҡорт кейеме, биҙәге, ул аңлатҡан ҡайҙа, ниндәй төркөм йәшәгәнен, шулай бит? Ысынлап та, шулай бит. Һеҙ ниндәй ырыуҙан әле ялан ҡатаймы? Ялан ҡатай, ҡалмаҡ. Ҡалмаҡ ырыуы. Менә
Менә шуга ул ырыуга ошо Яктүбәккә генә хас, уларның күлдәкләренең төрлеләре бар. Бар тамбурлы сигәүле шундай һәм менә шундай аппликациялы тулкын эшләнгән күлдәкләрнең итәкләре. Бик Ямантау тиҙәр аны. Ямантау. Менә хатта Ямантау тауның тиҙәр. исеме бирелгән. Шунлыктан һәрбер менә килеп баса икән, хатын-кызның милли киеме буенса ниндәй төбәктән килгәнен шунда ук айырырга була. Тагы ла өстәп, һез нимәләр әйтермегез? Касан булыша башланыгыз? Әйде. Я занимаюсь вообще башкирским костюмом. Начала заниматься где-то в 17 году, как познакомилась с Гульгиной Баримурзиной. Да. Она приезжала и заразила нас костюм. Хотя зародилось это еще в детстве, благодаря моей прабабушке. Она носила все-таки традиционную башкирскую одежду. Спасибо большое. Спасибо огромное за то, что нас ознакомили с такими прекрасными работами, костюмом. Мы провожаем вас под аплодисменты и восхищаемся вашей работой. Естественно, присутствует и волнение, потому что не только мы волнуемся, но и участники, конечно. Мы же первый раз проводим. А я как волнуюсь сам. Но я хотел бы, знаете, о чем сказать, что вот наконец-то мы пришли к тому, что долго готовились. Это не означает, что в республике этим мы не занимались или слабо занимались, всегда занимались. Вот вы сегодня все были свидетелями того, что люди говорят, что благодаря Гульгине Валитиной, потому что Республиканским центром народного творчества при поддержке наших аксакалов, так скажем, современных людей, которые занимаются реконструкцией, мы продолжаем делать мастер-классы во всех регионах, где проживают башкиры. И, конечно же, мы планируем издать на следующий год очень большое энциклопедическое издание, где будем отображать народные и национальные костюмы именно региональных особенностей, потому что родов очень много. Каждый род мы не можем делить, а вот поделить регионы, допустим, особенности костюмов Челябинской области, Оренбургской области, Курганской области и так далее. Поэтому вот работа продолжается, и вот этот итог, и сразу же мы решили его сделать международным, потому что реально в мире очень много проживает наших соотечественников, которые занимаются. И сегодня вот хотел бы передать привет нашим соотечественникам, нашим башкирам, которые занимаются у нас и в Польше, и в Грузии, и в других странах мира. Огромный привет и огромное спасибо, пользуясь случаем. Большое спасибо, Артур Айдарович. Наш третий участник, который вышел в финал в данной номинации, Хамидуллин Роберт Ринатович. Город Уфа. Пожалуйста, Роберт, проходите к нам в юрту. Здравствуйте, как ваше настроение? Толкуландыңмы? бар. Өзің турағында таныштырып кетелі зинһар өсін. Қайдан, ниндей ырылдан? Өзім Өфе районы Шамын ауылынанмын, сығышым Енсура районы, Өтерген ырығы. Шу, Роберт есімлі егітмін. Ну и расскажи нам о своем увлечении, пожалуйста, как ты вот пришел к этому? Бұл реконструкция келуім 2016 жылдан башланып кетті деп, тәуге адымдар шынан башланды. Сөнки ол елді Мәрген Оқсы фестивалі өтті. Шынан соңында Йолай Галиуллин етекшілігінде Қазақстан еліне бірнеше ел рәттен барып қайттық. Олы Дала рухы деген фестивальға, һәм онда башқа елдерден өтетін түркі халықтары, қардаш халықтардың елі, қуатлы командаларын көріп, олардың киімдерін көріп, ошындай реконструкция яугер киімдерін көріп, дәртленіп, рухланып дегенде қайттым, һәм өдеме ошо башкұрт яугер киімін эшләргә деген мақсат менен қайттым екен. А тебе кто-то помогает в этом деле? Толығынса өдім эшләнем деп айта аламын. Мына Тимир Гүлдәкте ике бажам ярдам итте инде, бергәләп отырып, чөнки ул бик вакытты күп ала. Ну и вкратце, пожалуйста, ознакомь нас с своей работой, пожалуйста. Вот на экране демонстрируется. Можно нам еще дать, да, вот. Что для чего принадлежит, для чего нужен предмет какой там? Кылысты Венгрияны мажар достарым бүләк итте буны. Әмма кынан үдем эшләп алдым.
Что касается щита, я его сделал сам. В Турции видел, как они делают из дерева ротанг. У нас этого дерева нет, но я воспользовался своим талманом, ивом, и скрутил, высушил и покрыл. Посередине сделал из железа, потом уже покрыл кожей. Потом, Вот действительно мы видим этот щит. А сколько времени уходит, чтобы изготовить этот щит из ивы? ну, вот этот вот конкурс там значительно ускорил процесс. И никак руки не доходили. Ну вот. Еще что? Ну, ожидал, что ты попадешь я- в финал? Не думал. Кольчугу? Пожалуйста, потрогайте, Александр Данилович. Вот эта кольчуга называется по-башкирски гайман 4. кульдек. 4. Гайман. Да. Да. Сколько времени уходило для подготовки этой кольчуги? Ну, мы начали весной. Потом, когда времени было, садились, делали, мы общались. Тоже, да. Ну, что касается вот этих изделий, калкан, там я стараюсь не только, чтобы он похожий был по реконструкции. Ну, наблюдаю, смотрю гравюры, в том числе художников Европы, и стараюсь воссоздать, как он похожим. Ну и преследую цель, чтобы не только как бы схожий был, а на самом деле функциональный и крепкий. Чтобы Спасибо. можно было стрелять, я попробовал стрелять сюда. Стрела. Да. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое за демонстрацию, за показ костюма. Я думаю, наше жюри оценит. Большое спасибо, мы тебя провожаем. Александр Данилович, Спасибо. ваши впечатления, пожалуйста, можете рассказать нам вот после этого увиден, как вы модельер. Приятное такое впечатление от костюма. Я думаю, я всегда как бы предполагаю дальше как бы судьба такого костюма. Ну, понятно, это может быть и музейная уже какая-то такая вещь. Ну и реконструкция, значит, я смотрю, например, будет Бородино, да? И он там будет совершенно уместен, я думаю, этот костюм. Причем он сделан вручную, причем сделан не театрально, а по-настоящему. Спасибо большое. Пока готовится следующий участник, я бы хотел еще добавить, что Роберт не только является реконструктором национального костюма, он является и танцором. Очень долгое время танцевал в ансамбле, государственном ансамбле, да? Да, и имени Файзи Гаскаров, и у него сейчас есть ученики, которые также танцуют Ирине Шамунина. Плюс к этому он еще является солистом этногруппы Бишбармак. То есть сочетание вот этих, да, и еще лучником является. Поэтому работу ведет активно. Спасибо ему огромное. Ну что ж, Роберту мы пожелаем удачи. И ярты бәхет ул яраткан эш, кадерле достар, без осталарның эшләре менән танышуды дәвам итәбез. Напоминаю, дорогие друзья, идет показ работ конкурсантов в номинации «Башкирский национальный костюм. Реконструкция». Наш участник Вахитов Флорид Раилевич, город Туймазы. Пожалуйста, мы приглашаем, Флорид, тебя к нам в юрту. Проходи, будь смелее, не стесняйся. Мы хотим с тобой поближе познакомиться. Откуда ты, из какого рода? Можешь нам рассказать? Здравствуйте, я из города Туймазы. В моем роду есть Елан, это северо-западный род, и Тамьян, юго-восточный. Вот. Близки мне оба эти рода. А ты можешь нам рассказать о своей работе? Что тебя вдохновляет? Меня вдохновляют наши музейные коллекции и старинные вещи, по которым я и делаю свои костюмы. То есть я езжу по музеям, смотрю, как оно было в старину делалось, и пытаюсь воссоздать это все. Вот. Также черпаю вдохновение со старинных гравюр,
То есть, когда художники своими глазами видели и впечатляли живьем все эти костюмы. Ну и вкратце нам расскажи, пожалуйста, о своем костюме. Ну, собственно, мой костюм нынешний, который на мне надет, это по гравюре 1870 года. Зеленый елян, рубаха с вышивкой, которая характерна, собственно, и для северо-западного, и для зауральского костюма. Бильбау красный. Башкирские мужчины всегда подпоясывались бильбау поверх рубахи. Полосатые штаны с широким шагом и сапоги. И неотъемлемый элемент, естественно, тибетей. Хорошо. А это непосредственно тот костюм, который раньше башкиры одевали в вашем регионе? Это юго-восточный комплекс. Вот. То есть, по гравюре оренбургские башкиры-скотоводы. Может, есть у членов жюри. Ну вот, кстати, вот у нас демонстрируется показ. Расскажешь? Это тот же костюм, но без еляна, да? Да, то есть рубаха. Мне было очень интересно, кстати говоря, смотреть, как делается раскладка вышивки по рубахе по домотканному полотну. То есть она делается по ширине домотканного полотна, примерно 40 сантиметров. И там через определенные промежутки делалось вот это вот качество. Это очень интересный процесс. То есть разгадывать эту загадку, как оно делалось в старину. И то же самое крой верхней одежды. Это, так как сейчас все делается по-другому, это очень увлекательно. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Флорид, если есть вопросы у членов жюри, пожалуйста. Большое спасибо. Мы тебя провожаем. Дорогие друзья, уважаемые члены жюри, пожалуйста, есть какие-то... С Флоридом Вахитовым мы знакомы совершенно случайно и абсолютно недавно. Но я, как работник Национального музея, у меня глаз наточен на таких мастеров. Также мы смотрим этих мастеров и подчеркиваем для себя, для того, чтобы воссоздавать наши костюмные комплексы, как новые коллекции для Национального музея, а также для дальнейшей работы с мастерами. Также я знаю, что у Флориды есть уникальная коллекция по выставке, по Руденковской коллекции. В начале 20 века Руденко, наш известный, книги вы все знаете, по его коллекции сшиты белый чекмен, войлочная шляпа, и это все делает Флорид сам. У него есть вышитая рубаха. Также, то есть сегодня мы демонстрацию, к сожалению, увидели. Я думала, он наденет эти старинные вещи. Предметы у нас относятся к 18 веку, к концу 18 века. Также эти рубахи у нас хранятся, копии, также в Пермском крае я видела в красном цвете. То есть сохранились только два экспоната, очень уникальные. Я очень рада, что есть у нас Флорид Вахитов, который воссоздает эти рубахи и точности, как он уже рассказал. Он очень щепетильно относится к своей работе. Желаю удачи всем конкурсантам. Пожалуйста. Флорид очень вдумчивый исследователь, его работы очень точны, близки к оригиналам, музейным предметам. И это, безусловно, очень ценно, тем более он пытается разгадать технологию их создания, и это тоже очень ценится. Ну и мы очень часто видим образы башкира-воина, такого очень с оружием, в кольчуге, но Флорид создает совсем другой образ, очень важный. Башкира в традиционном костюме труженика, повседневный костюм, вылочная шляпа, там, секмен. То, что мы видим на фотографиях, на старинных, и это тоже обязательно необходимо создавать, дополнять образ, потому что иначе это будет ограниченное представление. Я думаю, что эти работы заслуживают высокой оценки. Спасибо большое. Кстати, я хочу открыть вам свой секрет, что я тоже мечтаю повседневные вот такие костюмы одевать. И дай бог, придет время, я вот буду гулять летом в таких костюмах. Нефтекамские, да.
Ну и, дорогие друзья, напоминаю, что наш конкурс также проходит в онлайн-формате. Наши встречи ждут онлайн-участники, и буквально через некоторые мгновения мы их увидим на нашем экране. Дорогие друзья, сегодня проводит итоги международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Мы знакомимся с работами мастеров в номинации «Башкирский национальный костюм. Реконструкция». Следующий участник – это у нас Валиева Габида Габидуловна, Курганская область. Габида Габидуловна, пожалуйста, проходите к нам, центр нашей юрты. Здравствуйте, хальдарыгы несек. Несек келебиттигед. Шлайтып, Габида Габидуловна, бедге өдегеден костюмдарыгы турагында хүйләп китегедә әле зинһарысын. Мен тәүдә үземдә һөйләйм кайдан килгәнемдә. Мен Курган өлкәһе булам. Курган өлкәһе Сафакүл районы, Калмак Абдраш авылыннан килгәнмен. Хәзерге көндә Иглин районында Турбаслы авылында яшәп ятабыз. Бұл киемдәрне мен үзебезнең картнәйдәрдән, инәйдәрдән эшләгән инде, шуларны гына карап. Шундайдар була торган иде инде. Ней кушъяулыгым менә, кушъяулыкка инде менә унан безнең якта инесен тегәләр. Аны мен элмә менән эшләгән. Элмә дип әйтәләр бездә. Без сигәбез дип сөйләмәйбез. Тегәбез дип әйтәбез. Менә элмә тегеп куйган мен монда, матур гына әйтеп. Шунаһан менә булары кулаксынык, булары. Аларын каләфер менән эшләйбез. 2 юлды бер каләфердән үткәрәбез. Монда 7 шәрбот. Монда. Бул яктала, бул яктала. Монда хакалдырык. Хакалдырыктың обязательным порядке бездә булырга тиеш хакалы. Менә ул хакалы. Бар, бурын-бурындан шулай булган элек. Шуан яга инде. Да? Кула. Шунан менә минең камзулым инде. Камзулда безнең якта ней белән бит инде. Менә булай. Булай гына булмай. Нимә әйтәләр? Запахым инде, запахым була. Бер-беренә менә улай булып тора. Әйе, нитеп тора, бер-беренә каплап тора. Шулай кесәләре менә үзенчәлекле инде. Кесрәк кенә әйтеп кесә тигәннәр, аны ла ней менән машинка менән нитәләр инде. Хырыйдар. Шунан нейдән ситен нейдәлә артта ла тәңкә була. Нейдән камзолдың артында ла якпакам тоже була. Шунан күлмәк. Күлмәкте мен тоже беркемдән дә коронавирус вакыты безгә бик уңай булып чыкты. Шунан мен бик күп эшләр эшләдем, кул эшләре менән. Менә ней, күпме өйдә минең нидәрем бар, башкорт мөешендә эшләп куйдык. Күп нәмә эшләдем анда. Әллә күпме мендәрдәр, әллә күпме күлмәктәр нәмәләр, кешеләргә заказга ашъяулыктар эшләп. Ней эшләдем инде. Буларды тоже ней, үземнең хәтеремдә низек калган баласакта. Шуны ней, күз алдына китереп, шулай гына беркемдән дә төшермәгән, шулай гына эшләп куйган. Ушундай күлдәктәрдә тегергә, сигергә нисек этәрдегез аны? Нимә этәреп торды һеде шундый күлдәктәр тегә башларга? Минең аны эшләгем килә ине күптән. Минең әле өйдә бер неем бар, бер күлмәгем бар, шулай сигелгән. Буны икенче, өченчесе уже булай тегеп куйган, әле сигелмәгән. Аныһына икенче бездә бит инде нидер ул орнаменттар, нәмәләр, өлгеләре күп ул. Шуларның кайһы бердәрен үземә охшагандарын гына эшләп куярга әйтәм. Бер 4 күлмәк булһа, моны ондай төрле узырлар менән матур була инде. Шулай итеп уйлыйм. Һәм дә инде безнең яшь үсеп килгән дизайнерларга нинди теләкләрегез булыр иде киләсәккә? Дизайнерлар ныграк өйрәнһендәр. Безнең Курган яктарында ла шулай һәр бер кешенең үзенең культураһы бар бит инде. Безнең якта ла бик артта торып калмагандар. Бар. Өйрәнергә була. Без үзебездә шуннан бер-беребездән өйрәнәбез. Зур рәхмәт, Габида Габидулла кызы. Бик кызыклы, әлбиттә. Һәм жюри агзалардан һорау һезгә яңгырай. Габида апай, ошо кушъяулык тураһында әйттегез. Уны кызлар киеме, кемдер кия гомумән? Кушъяулыкты көндәлек кием түгел, кушъяулык. Оны нидә кияләр? Менә кияүгә сыккан кызларга обязательно була инде. Менә минең кияүгә сыккандагы кушъяулыгым инде. Шуннан байрамдарда обязательно киеп сыгалар. Нейді яғаны тоже киймейдер, күндә киймейдер аны. Ул хакланып тора инде, как музейдагы һымак.
Берәйгә кунакка барһалар, берәй сарага барһалар, уны кияләр. Ә камзул, күлмәк ул белмәйм, көн дә инде. Һез ул якта йөрисегез, беләһегез инде. Зур рахмәт, спасибо большое. Спасибо большое. Мы Зур также рахмәт. провожаем вас под аплодисменты с восхищением. Бер-ике һүз әйтергә ярыймы? Мөмкин, әлбиттә мөмкин. Мин үзем селтәр студияһына йөрим. Фатима Хайретдинова анда руководительница безнең. Анда тоже күп нәмәләргә өйрәтәләр инде. Шуннан был сараны оештырган кешеләргә зур, бик зур рәхмәтемне белгертәм. Шуннан елда үткәреп торыгыз. Һезнең хәлегездән килә. Тырышырмын. Мин әле онытып киткәнмен. Ырашырга. Һез кайдан ул булагыз? Нинди ырудан? Шуны безгә әйтеп китегез әле. Рум калмак. Зур рахмәт. Мына был конкурста әгәр игътибар итһәгез, өченче кеше мына ошондай Курган өлкәһе, Сафакүл районы һәм Силәбе өлкәһенең Аргаяш районының мына шул төбәккә генә хас киемдәрен реконструкция эшләгән. Бөтә баштан аякка хәтлем. Шуны һәммән кываныслы. Әлбиттә, хаклангыз. Азамат агай, әйдәгез. Я могу объяснить и перевести сразу коллегам. 3 участниц было в этой номинации, в реконструкции участниц. Именно все 3 родились на исторической башкирской земле, но вне современной республики Башкортостан. Это Челябинская область, это Курганская область. И у всех, у 3 были костюмы курганских женщин. Это мне вопрос, во-первых, с одной стороны вызывает, конечно, вопрос, но с другой стороны вопросов у меня нет. Потому что в начале 90-х годов мне посчастливилось побывать на Сабантуе Курганской области. И когда у нас в республике на всех Сабантуях, на всех мероприятиях блистали сценические костюмы, вот эти нарядные, так называемая цыганщина и все остальное, вот на Курганской земле весь Сабантуй был построен на исторических костюмах. У всех они сохранились, и все одевались с гордостью. Тогда я был удивлен. И сегодня вот это очередное доказательство того, что как они бережно относились, и все это сохранилось, передавалось. Спасибо. Пожалуйста. Я могу дополнить, что не в начале 2000-х, 90-х, а в начале 2000-х тоже была там же на Сабантуе. И не только пожилые женщины, а совсем молодые, юные приходили полностью от кушьялык, от головы до сарыков на ногах, полностью вышитых бабушкиных платьях, со всеми нагрудниками, с кораллами, все. То есть эта традиция у них действительно очень крепко живучая. Ну и к тому же Курганская область, это была в 20 веке одним из центров вышивального искусства. И вот мы это видим. Спасибо большое, дорогие друзья. И завершается показ в данной номинации работами Галиуллина Юлая Равкатовича, город Уфа. Юлай, пожалуйста, проходите к нам в юрту. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлай, сколько времени вы посвящаете своему любимому делу? В последнее время почти все время. Все время. А что для вас было самым сложным в создании данного костюма? Самое сложное — это щит. Щит. Да, калхан. Из чего вы его делаете? Можете прутьев, показать? Да. Мы вас слышим. Из прутьев плел, это все нитками оплеталось. 2 месяца у меня это дело ушло, потом тумбоны, накладки. Ну, все полностью ручная работа по музейным архивам. Ну и также полностью о своей работе можете нам рассказать, что на вас, костюм, для чего одевается? Костюм кочевника — это елян, полностью шерстяной, запах на левую сторону. Елян вообще идет от слова ель, ветер, то есть от ветра запахивался наглухо. Зачем на левую сторону? Из-за того, что когда из лука стреляют, чтобы тетива не била об поэтому как бы мужской запах такой был левосторонний, да, левосторонний запах. Вот, обделан галуном. То есть это тоже по гравюре все сделано, по историческим. На мне штаны тоже широким шагом, шалвар. На ногах сарыки. Вот. На голове колпак. Колпак тоже суконный. Такой тоже у башкир очень практиковался именно в степной части. И снизу кульдак, рубаха отшитая. Вот. Камер подпоясанный. Имеется кинжал. Вообще такой образ — это тархана или волосного старшины. Вот. И как бы такая тарханская сабля в подтверждение. Спасибо. А можете также поближе с собой нас познакомить? Из какого вы рода, откуда родом? Самый Рум Эйде,
затым туысты, ағасым тирәк, қошым ыласын, ұраным салават. А что послужило, чтобы вот создавать вот такие костюмы? Вот что вдохновило вас? Я в 2011 году встретил Ильдара Шаяхметова, тогда просто я занимался бизнесом, и он идет такой грустный, я говорю, что случилось? Он говорит, в 2010 году их не пустили, вот то есть он занимается военно-исторической реконструкцией, первый башкирский конный полк Любезар, руководитель, и он говорит, в 2010 году нас не пустили на реконструкцию на Бородино, потому что не прошли инспекцию по костюму, то есть они брали из филармонии костюмы, и с этим костюмом ехали на поле, и не пустили. Я говорю, а в чем проблема? Он говорит, у нас нет сукна. Ну, я тогда занимался бизнесом и купил сукно. Полностью там около 90 метров, синее сукно. Пошили еляны, костюмы казачьи, казакины. И один костюм пошили на меня, как бы такой, ну, чтобы как, в клубе там ребятам раздать. И после этого, через 2-3 месяца я встречаю его, он такой говорит, у тебя есть заграничный паспорт? Я есть. Поедешь, говорит, в Лейпциг на реконструкцию битвы народов? Я говорю, ну, почему не поехать? Поеду. И таким образом вот я как бы вошел в этот клуб, затем было Бородино, 2 раза на Бородино был, 3 раза в Лейпциге был, потом во Франции ездил, Монтмираль. И начал участвовать уже по стрельбе из лука, там, Марганухса, создали фестиваль. И вот каждый фестиваль Марганухса есть такое требование, как бы это не мое требование, это требование мирового уровня. Если стреляешь из традиционного лука, должна быть наличие традиционной одежды. То есть это как бы обязательное условие. Даже вот если там в Турцию приедешь, в Китай приедешь, там без национальной одежды не пускают. И как бы я, стоя во главе этого движения, то есть я как бы, ну, поставил цель быть образцом для ребят и как бы показывать, что можно пошиваться, то есть и в каждом сезоне я стараюсь сделать новый образ, показать, что вот были различные виды одежды и, ну, как бы придерживаться такой высокой планки. Спасибо большое, уважаемый жюри, вам все ясно, наверное, можете оценить. Я тут могу долго и нудно говорить. Во-первых, сегодня он представлен в одном костюме. Насколько я знаю, он мог бы сегодня представить 4 комплекта, полных комплекта костюмов. 5 уже, вот я отстал. 5 комплектов, полных комплектов, начиная от обуви, заканчивая головным убором. Но это, может быть, не самое главное его достоинство. Самое главное достоинство, вот сейчас мы говорили же о курганских костюмах, о савакулевских костюмах. До сих пор, до определенного времени, башкирский костюм национальный всегда ассоциировался с сценическим костюмом. Но вот где-то в деревнях сохранились еще аутентичные костюмы, но они все были женские костюмы. Мужских аутентичных костюмов до определенного момента их не было. Вот если говорят, что Белинский, по-моему, говорил, что вся русская литература вышла из шинели Гоголя, вот точно так же сегодняшний башкирский костюм, мужской, аутентичный костюм традиционный, вышел из Любезара, Ильдара Шаяхметова, вот он уже упомянул, и вот от него, от Юлая Галиуллина. Почему? Потому что я тоже пошился уже по образу и подобию, и многие пошивались в первые годы Марганухса по образу, подобию Юлая Галиуллина, потом уже находили свои пути, каждый находил свои пути следования и пошивались по-своему. И сегодня пошиваются. Поэтому, если сегодня в башкирской культуре, в башкирском духовном мире представлен аутентичный, традиционный мужской костюм, то мы, точно должны быть благодарны, прежде всего, Ильдару Шаяхметову Гендуловичу и Юлаю, и всему движению Марганухса. Спасибо. Большое спасибо, Юлай Равкатович. Пожалуйста, мы вас провожаем. Ну что ж, дорогие друзья, мы завершаем показ национального башкирского костюма «Реконструкция» номинацию. И буквально через 5 минут вновь с вами встретимся на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества.
Кеше булган yerдә тормыш бар, тормыш булган yerдә осталар бар, осталар булган yerдә һөю бар, һөю булган yerдә матурлык бар. Был һүзләрне осталарның үзләренә лә һәм улар тудырган матурлыкка карата әйтеп була, кадерле достар. Дорогие друзья, мы продолжаем наш заключительный тур башкирского международного конкурса башкирского костюма тамга. Милли кием халыктың иске булмышының сагышлы һәм кеше үзенең күңел дөньяһын киеме аша асып бирергә ынтылһа, милләттең дә яшәү рәвеше, көнкүреше иске дөньяһы, тышкы кыяфәте сагыла. Дорогие друзья, в этой номинации мы знакомимся с работами 4 мастеров-финалистов. И начнем с работы Курамшиной Гульназ «Фанированный город. Москва». Благо, сегодня техника позволяет нам общаться на расстоянии, и с нами на связи город Москва. Гульназ, вы нас слышите? Гульназ, здравствуйте. Хаумыгыз, хөрмәтле жюри әгъзалары, хаумыгыз, катнашучылар, хаумыгыз, тамашачылар. Мин Курамшина Гульназ Фанир кызы, бүгенге көндә Мәскәү каласында яшәйм. Большое спасибо организаторам за возможность поучаствовать в этом замечательном конкурсе. Несмотря на расстояние, я со своими земляками могу поучаствовать, мне это очень приятно. Национальной одеждой я начала заниматься года 3 назад на даче моей бабушки Утяковой Марфуги Саидмурзовны. Она однажды попросила меня шить для нее нагрудник. Родом она сама из Гафурийского района, Табыл РУ. Она сказала, что нагрудник изготавливается из красной материи, украшается монетами и кораллами. Чтобы ей сделать достойный подарок, мне хотелось правильно его сшить, и поэтому я начала изучать в интернете, как он должен выглядеть, его носить, из каких элементов он состоит, как его правильно украсить. И в ходе своих поисков я наткнулась на приглашение на мастер-классы в Республиканский центр народного творчества. Прошла замечательный мастер-класс. В итоге изготовила свой первый нагрудник, который ей подарила. Затем мне захотелось сшить кашмал, научиться. Также попала на прекрасный мастер-класс Гузель Раисовны, которая помогла нам изготовить замечательные головные уборы кашмал. Затем мне захотелось шить платье и остальную верхнюю одежду. Так я втянулась в изучение национальной одежды и в процесс шитья и правильного изготовления ее. Информации из интернета мне было недостаточно уже, поэтому я начала ходить в музеи, чтобы поближе разглядеть эти украшения, наряды, увидеть все мельчайшие детали. Началась собираться моя библиотека относительно национального костюма, культуры башкир. Она пополняется. Также по мере возможности я посещала научные мероприятия. Например, одно из таких было кузейские чтения. И изучала недоступных музеев в Москве, в Петербурге, экспонаты уже по фотографиям, так как на тот момент находилась в Уфе. И заинтересовали некоторые экспонаты Российского этнографического музея. Например, вот сейчас на экране вам, похоже, транслируется головной убор Татыя. Получается, в Российском этнографическом музее сама шапочка Татыя не сохранилась, она была утрачена, сохранилась спинная часть. Мне стало интересно, как же может выглядеть этот головной убор. Я стала информацию, рисунки, сохранившиеся изображения, описания ученых-этнографов, стала пробовать шить, конструировала выкройку этого головного убора, чтобы формы он подходил под описание. На эту работу где-то ушло у меня полгода.
Затем я представила вместе с докладом Альберта Махмудова этот головной убор на суд общественности, ученых-этнографов, получила поддержку, одобрение. И через какое-то время приступила к изготовлению наспинной части к этому головному убору. И на конкурс Тамга уже представила готовый головной убор такия с наспинной лопастью. Также на суд дорогих уважаемых судей я представила нагрудные украшения «Сельдар», который также старался изготовить, следуя канонам, традициям, и вдохновлял себя старинными образцами. Еще я на суд представила манвайса, девичью повязку башкирских девушек, украшения, и кисет, янцык с вышивкой, тамбур, украшенной вышивкой. Вот. Хочу сказать, что восхищена работами участников конкурса, очень рада, что такой уровень, на таком высоком уровне оцениваются эти замечательные работы. Желаю успехов всем участникам, всем конкурсантам. Также желаю успеха организаторам мероприятия, чтобы почаще проводили такие конкурсы и больше зрителей нашего конкурса было. Спасибо. Культура нашей любимой республики росла и цветала. Зырахмет. Спасибо большое. Спасибо, Гульназ Фаритовна. Ну что ж, уважаемый жюри, вы конкретно уже ознакомились с работами Гульназ. А на презентацию своей работы выходит наш следующий конкурсант Шабиева Гульдар Шарафетдиновна, Салаватский район. Здравствуйте, Гульдар Шарафетдиновна. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на заключительном туре, в финале. Ну что ж, Гульдар, вам слово. Я сама из Кикинского района, из деревни Юсупова, из рода Айле. Проживаю в Салаватском районе, на берегу Прекрасного реки Юрюзань. Не волнуйтесь, все нормально. Юрюзань. Что мне... Часто у меня спрашивают, почему ты начала заниматься именно реконструкцией башкирского костюма. Я вот думаю, чем мы старше, взрослее становимся, и чаще задумываемся, что мы после себя оставляем, что мы сделали, что мы вообще достигли. И вот, как не нам, если вот наше мирное время, сытное время не восстанавливает наши костюмы, если наши прабабушки, бабушки вынуждены были, отрывая от своего сердца, сдавать свои нагрудники для покупки тракторов, танков. Иногда меняли просто на муку, на крупу, чтобы накормить своих детей. Вот я думаю, мы, наше поколение, обязано даже, и даже такое поколение, которое между будущим поколением, у нас, получается, уже теряется язык, у нас культура как-то. И вот наше поколение несет ответственность возродить, сохранить, передать будущему поколению. Это, мне кажется, это на нашей совести. Как-то мы обязаны этим заниматься, думаю. А вот сколько времени занимает изготовление одного аксессуара? Например, я сакуму делала не спеша. Где-то год собирала чешуйки потихоньку. Вот получается, из Москвы отправляли мне девчонки, знакомые бусы, пока я там отливали до гвоздики, до чуда. Где-то не торопясь сделала я сакуму за год. А вот калебяш получается у меня за 2 месяца. Когда мне, например, из Усть-Илимска Вера Николаевна, большое спасибо ей, конечно, такая святая женщина, отправила посылку, просто подарок, вот это вот, показать, да? Вот это вот старинные кисти, вот этот бахрому. Я подумала, вот эта запчасть от калебаш, неужели мне придется еще шить когда-нибудь калебаш? И не думала, ну, она сложная, у нее много секретов.
Еще А сколько времени ушло? 2 месяца. 2 месяца. Потому что надо было на конкурс успеть. А я думала, просто колебяж сделаю, и все. У меня кошмау есть, сделаю, надену на него. А получается, тот кошмау совсем другой формы. А у этой и хвост получается уже, и, как сказать, места соединения у них разные. И мне пришлось за 3 дня посидеть над кошмау. Ну вот столько монет, а сколько вот это вот все весит, вот этот нагрудник? Вот в музее написано, колебеш весит 435 грамм. У меня получилось кило 400. Кило 400. Но это немного. А раньше вот сколько весило это? Вот девчонки, вот Курамшина выступала, она вот сделала из современных более монет, у нее 3 кило сказали. Это получается, с чем современнее монета, она тяжелее. Серебро получается дешевле. Ну, может быть, в музейном экспонате некоторые детали утеряны. У нее вот конуса нет. Может, за счет этого еще она легче, может быть. Ну, я думаю, не тяжело, можно носить. Большое спасибо. Спасибо, Гульдар Шарафетдиновна. Да, георгиевские первые монеты, там всадник с копьем, получается. Да, настоящие. Ну, вы можете встать посмотреть, если вас интересует. Вообще безупречно, надо так сказать. Можете в микрофон, если. Я считаю, что это безупречная такая подача сложного головного убора, сложный нагрудник, оборка по низу, да? Это бледкащие соткали, да. Это в ремовском платье, там идет такая прямо оборочка. Очень хорошо, убедительно и достойно. Спасибо. Спасибо, до свидания. Большое спасибо, под аплодисменты мы вас проводим. Ну а следующие, дорогие друзья, финалисты – это мужчины. Амантаев Рафаэль Альбертович, город Уфа. Рафаэль, мы приветствуем вас, приглашаем в нашу юрту. Пожалуйста, проходите, будьте смелее. Ох, какой мужчина. Рафаэль Альбертович, я так понимаю, что и ваша профессия обязывает быть мастером? Ну, как? Начнем с того, что как я к этому пришел. И сразу со слов благодарности, кто меня к этому привел. В 10 лет отец принес мне лист металла медного и показал, как на нем чеканят. С этого все подарки моим друзьям, родственникам и близким были сделаны своими руками путем чеканки. Второй этап я хочу поблагодарить Габитова Рифатыхча. Будучи танцуя в ансамбле, он узнал, что я чеканю. Он в это время, в 1988 году, это более 30 лет назад, ставил танец «Медный каблук». И он попросил меня: «Рафаэль, танец на 4 батыров, 4 тарханов. Можешь ли ты сделать богатые, красивые пояса? Ну и плюс шпоры, чтобы мы могли там стучать ими во время танца». Вот первая работа, более 30 лет назад, это пояса для танца «Медный каблук». Дальше пошло атрибуты для госансамбля имени Гаскарова академического. Выйдя на пенсию, я не потерялся, но стал дальше искать себя, в чем я могу себя проявить в дальнейшем. И все-таки склонился к творчеству, что мне дальше надо делать что-то своими руками и творить, и радовать жителей нашей республики. Творческие коллективы. Рафаэль, мы видим вот фотографии. Сейчас к этому тоже подойдет. И для того, чтобы сделать вот это вот остальное, например, вот этот пояс, многие участники, атрибуты, аксессуарами, которыми здесь выставляются, они куплены. Этот пояс сделан моими лично руками после того, как я закончил курсы ювелиров. Металл тоже? Металл, камень, пайка, кожа и дальнейшее. Дальше это все мое. То есть кожа, каптарга, дальше пошли колчаны, налучи. Но я хотел дальше поблагодарить Ильдара Гендуловича Шаяхметова, который нашел меня через своих друзей, знакомых и попросил для клуба Северные Амуры
они собирались ехать на Бородино, сделать колчаны, налчи, пояса, ледунки, портупеи для сабель и дальнейшее. Я отозвался, что смог, им помог. И они мне сказали: Рафаэль, у нас освободилось в автобусе одно место, Уфимский пехотный полк, кто-то у них отказался. Мы можем тебя взять с собой, чтобы ты посмотрел на деле, что это такое. С удовольствием туда поехал. Честно говоря, собрал с друзей, что смог собрать. Приехал туда, но, будучи не пикированным, без оружия, без ничего, я первый год приехал туда кашеваром. И с завистью смотрел, как Эльдар Гендулович с ребятами одевается в военную форму, портупеи, сабли, садятся на коней верхом и скачут в бой. А я оставался кашу варить, там, ужин, обед, они приходили, рассказывали, там того попали, тут взрывы, там, тут перевернулся, там. Я говорю: все, ребята, на следующий год я не кашевар. За год, благодаря вот этой поездке Эльдару Гендуловичу, я то, что вот здесь вот на экране показывали, полностью экипировал седлом, сбруями, наперсием коня, с попонами, со всеми. Полностью пошился, оделся, шапки. И на следующий год, как раз было 200-летие, 2012 год, 2012, я с Эльдаром Гендуловичем вдвоем в бой. Даже Но об этом можно слушать бесконечно. Дальнейший этап, который я хочу поблагодарить сегодня, это работа с моим, можно сказать, корректором, другом, сотоварищем Кужиным Азатом Галиаскаровичем, с которыми мы, то есть я с первого класса почти за одной партой в одном классе сидели. Дальнейшая судьба нас чуть развела, но в конце концов свела нас вместе. И создавая свой творческий центр «Романтай», Азат принял создание этого творческого центра и до сих пор работает в этом центре как реконструктор, куратор, иллюстратор. И спасибо большое. Азат, если ты меня видишь, тебе большой привет. Обязательно видит, конечно же. Еще хочу занять у вас, 1 минута уйдет. Что такое реконструкция? Вот некоторые спрашивают: вот сценическая одежда, вот танцевальная, театральная, а вот реконструкция. То есть первые в Бородино, когда приехали северно-амуры на битву туда, взяли филармонии, танцевальные костюмы, дермантин, аппликация, мишура всякая. Их до боя не допустили. Сказали: нет, оденьтесь как на гравюрах, тогда мы вас допустим, вы придете и будете воевать. То есть очень близко приближенная к тому веку, тому времени, в которую эта битва происходила. Бой, битва, сражение. И вот для того, чтобы, например, сделать какое-то изделие, мы в первую очередь изучаем историю гравюры. И на основе вот этого вот пики я хочу вам показать, что такое реконструкция. То есть пика – это одно из древнейших орудий, то есть она пошло после копья. Копье брали в древние времена абориген или палку, обжигали в костре и наконечником острым ловили зверя. Затачивали. И дальнейшее копье. Еще спрашивают, чем отличается пика от копья? Копье – это метательное оружие, которое было до 3 метров, чуть больше. Им могли в бою не только защищаться, обороняться, но и метать. Пика же, оно идет от 4 метров и более. То есть оно шло как оборонительное оружие, которое, если войска вставали в ряд, в 3-2 ряду стояли пикинеры, их называли пикинерами, конец в землю рвали, пика лежала на земле, и когда строй лошадей, конников приближался к нашим войскам, они поднимали эти пики, и лошади, и рыцари, или кто там, воины упирались своими доспехами, и чистый суицид происходил.
Вот я вам принес вот эту вот пику, из чего она сделана. То есть древко веретенообразное, как было и стрелы у башкир. То есть концы заужены, центр широкий. Ну что ж, Сверху Рафаэль. сейчас чуть-чуть наконечник, потом прожилины, 2 пластины. Дальше идет барберка, это плечевой ремень. Когда транспортировали, одевали на плечо. Дальше идет ножник, который одевался на ногу, а нога была в стремени. И дальше защищался низ тоже железным наконечником, чтобы пику не втыкали на стоянке острием, чтобы она не ржавела, сделали металлические основания. Вот такие вот пики были у наших воинов в 1812 году. У французов не было пик. И многие битвы были побеждены именно этому оружию, потому что первым встречали врага пиками. Пика сбрасывала всадника, ее бросали, и дальше шла сабля, дальше шли вплоть до нагайки. И последний, украшалась пика, одевалась флажком. То есть у каждого подразделения воинского, будь то батальон, полк, отряд, были свои флажки, по которым воины, сотня, 1000, 500, узнавала, где находится ее командир. Когда квартировались, ставился в доме или в юрте вот этот флажок, по которому воины узнавали. То есть они белые были, зеленые, синие, красные, менялись. Были у командира. Но плюс ко всему еще одевался на пику бунчук из конского волоса. Бунчуки имели право носить только батыры, богатыри, которые проявили в себя в сражениях. Маленькие были, он назывался... Сейчас. Ладно, чем больше он становился, тем больше заслуг, значит, было его богатыря. И самые длинные с хвостами из 2 или из 3 назывались байрак. Если вам еще 1 минута, 30 секунд есть, Ильдар Гендулович провел такой эксперимент. Он прочитал исторически, что в походе конники шли друг за другом. Конь шел, упираясь хвостом впереди идущего коня. И чтобы проверить это, Ильдар Гендулович повесил хвост коня на пику и начал вправо-влево управлять. И конь шел, если пика шла с хвостом направо, конь шел за хвостом направо. То есть он облегчал управление конем. Плюс ко всему, многие кони пугались отблеска наконечника пики. И конский волос закрывал, защищал от этих бликов. Вот. Спасибо большое, Рафаэль Альбертович. Вы действительно нам все конкретно так рассказали. Я могу вам рассказать про каждое оружие, которое я сделал своими руками, про каждый колкан. Обязательно. Как будет время, мы все соберемся, и вы нам проведете лекцию и расскажете нам все о... А это пусть украшает костюме. Действительно, оставьте у нас. Я повешу сюда. Ну что ж, уважаемый жюри, я надеюсь, что вы оценили всю работу кожаная нашего работа, Рафаэля тоже Альбертовича. вся моя. Колчаны, налучи, призы на Морган Уксе в 9 экземплярах. Это все мои работы. Спасибо вам огромное. Не даст соврать. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам удачи, успехов. Ну и следующий финалист, следующий презентует свою работу Гатауллин Ильдар Забирович, город Уфа. Здравствуйте, Ильдар, проходите к нам в юрту. Расскажите нам о себе и о своих работах, пожалуйста. Хорошо, хайрлы күн сізге. С 2008 года я, наверное, сначала вернусь в самое начало. Мен үстім сәнгәт училищеда, отай белән эшләп. Оннан мин бетердем Уфимскую государственную академию искусств имени Загира Исмагилова. В 2008 году бер кем дә эшләмәде костюмларны.
сценаға болды. Милли башқұрт костюм именно заманнықы болмады ол. Мен Уфада яшадым, өзім Шықмагош районынан. Бізде башқұртлар да бар, татарлар да бар. Мен Орал бізде өсірген боларға тиіш. Уже 12 ел біз ина білі тігәбіз. Біздің ішлер ол көріне бар. В 2008 году Зур Рахмат Ильдар Гендулович Шахметовка, Северный Амур. Хорошо, Рущайда. В общем, Ильдар Гендулович собрал людей, и как раз таки он начинатель реконструкторского движения. Он вовлек меня, сам я, как сказал, вырос в училище искусств. И в 2008 году было всего... микрофон. Раз, слышно? В 2008 году было всего 3 реконструктора. Это вот Ильдар Гендулович, Мажит Ибрагимов и я пошился. Мы участвовали в Бородино. В 2010 году мной был сделан впервые башкирский женский костюм. Это была именно реконструкция, такого еще никто не делал. Наши цели, задачи моей семьи, моей мамы, мы хотели возродить башкирский костюм. Мы активно принимали участие во всех мероприятиях республики, во всех почти фильмах башкирских приняли участие, клипы, фотосессии, никахи, мастер-классы мы проводили, выигрывали всевозможные конкурсы. И до сих я живу этой культурой, я воспитан в духе башкирской культуры, в духе костюмов. У нас были цели возродить костюм. И я думаю, на сегодняшний момент уже можно увидеть эти результаты на конкурсах Лукай, Miss International. Вы можете увидеть напрямую изменение костюма. Культура костюма башкирского, она за 10 лет перевоплотилась. У нас, получается, сейчас много последователей. И мы всегда старались работать со старинными материалами. Мы не использовали современные вещи, мы покупали дорогие антикварные украшения, дорогие материалы, галуны. Активно изучали книги, активно изучали другие соседние народы, чтобы не попасть в их костюм. Сейчас я являюсь руководителем движения Милли Хасите. В нашем объединении порядка 270 человек. И мы до сих пор горим вот этим вот всем. Моя сознательная жизнь после учебы, она вся посвящена в основном башкирскому костюму, возрождению культуры. На фотографиях видите наши работы, это Кашмау. Мы занимаемся, как я живу в Уфимском районе, я занимаюсь Демским комплексом, демскими башкирами, Дим Башкортара. И мы как раз таки возрождаем их костюм. Как вы видите, это центральная часть Башкирии, самая богатая башкирская группа. Здесь проходили торговые пути. Наш костюм представляет из себя собрание оригинальных украшений. Ничего современного здесь нет. Только в основном получается массив металла. Почему мне нравится Демский комплекс? Здесь очень много металла. Очень много, куда можно разойтись. И это самый дорогой, самый богатый башкирский костюм, который мы можем увидеть сейчас. Из-за того, что здесь представлена великолепная ювелирка 19 века. Это монеты, гайтаны, цепь. Это великолепные материалы, такие как коралл. Это не бисер, не стекло. Бисер применяется только на конце хвоста. И то мы, получается, этот бисер пытались использовать старинный. То есть там очень мало новодельных вещей. Сами галуны на Еляне тоже старинные, 19 века, это серебро. Сатин черный, очень тяжело было подобрать, заказывали с Турции. Как вы видите, застежка здесь тоже 19 века на Кашмау, обязательно платок. Мы изучали костюм для того, чтобы понять еще сакральные смыслы, понять эти знания, которые забыты. Опять же, очень много представить впереди работы. Это орнаменты башкир, глубокие смысловые нагрузки этих всех орнаментальных произведений, которые до сих пор мы, к сожалению, не можем узнать. И сегодня я рад, что такой великолепный конкурс – это стимул для многих мастеров, последователей, учеников, для многих реконструкторов. Стимул для того, чтобы еще вести плодотворнее и успешнее работу по возрождению башкирского костюма. Всем спасибо. Спасибо вам, Ильдар. Ну что ж, провожаем вас. Проходите. Пожалуйста, проходите. Ну что ж, уважаемые жюри, работа Ильдара Гатауллина была завершающей в номинации «Аксессуары башкирского традиционного костюма». А у вас есть какие-то мнения, оценка? Раз.
Да, действительно, Ильдар, работа Ильдара представлена на очень многих конкурсах, не только в республике, но и в России, но я могу сказать, что и за рубежом. И вот недавно прошедший финал всероссийского конкурса башкирских красавиц Лукай, конечно же, не мог пройти мимо работы Ильдара Гатауллина, и фотосессии, конечно же, были представлены его работы. И действительно очень богатые работы. И, я думаю, один из действительно в денежном смысле очень дорогой аксессуары он делает, и мы, конечно же, будем стремиться к тому, чтобы вот попасть, наверное, к Ильдару, и он нам помогает, и действительно вместе мы сотрудничаем, не только мы, но и все вот и члены жюри. Недавно Салима делала очень большую работу с Милешей Хайбулиной, возрождение региональных костюмов, и танец сделали, и там тоже, я думаю, были использованы его работы. Спасибо огромное. Спасибо большое за оценку. Дорогие друзья, мы переходим к следующему номинацию. Это башкирские национальные украшения. В следующей номинации башкирские национальные украшения по положению предусмотрено два направления: реконструкция и авторская интерпретация. Критерии оценки: актуальность, новизна идеи, профессиональный уровень, качественное выполнение в материале, композиционная и стилевая целостность, художественная выразительность. В номинации «Башкирские национальные украшения» презентует свои работы финалист нашего конкурса. Конечно же, они уфимцы. Это Давлетбаев Рустам Русланович и Евлахов Александр Александрович. Мы с удовольствием приглашаем к нам сюда и посмотрим работы нашего финалиста Рустама Руслановича. Пожалуйста, проходите к нам в юрту, будьте смелее. Рады приветствовать, добрый вечер. Как ваше настроение? Халдарыгыз нисек? Аллаға шүкір, яқшы ғана болай. Әйдәгіз бізге өтігіздің іштәрігіз менен таныштырып кетігіз. Менің есімім Давлетов Рустам Русланұлы, Әбиялел районынықымын. Қолымда мына бұл филигранный іш, брошка енді. Материал Нейзельберг, также сердолик, паят сайтля бір-бірімен соединять сайтля серебряной припоймынан, шампрошкаларында. Бұл ошығы туранда келіп кетігіз. Бұл солпы, күйентелі солпы деп аталайынды. Несі кетіп өйді? Немесін ол құллана? Қайда келер оны? На костник дейдер, қатыңғылар сәстерін арттырды, сәстеріне қойып нетелерінде. Сәске өріліп қойыла тұрған солпыларын артқы яқтан қала. Онда бір шәр бола, олар алда немелерді, қашмауларда немелерді қоланылайынды. Бұла бір шәрдік солпылар. Тоже нагрудниктарда немелерде берешер намекенме. Тоже был филигрань на тон намекеме елган. Экранда ла бар буна. Вот, экранда батлек. Не сыграть этим. Таштары сирдолик был тоже на немеке материалы Нейзельбергдан иштелген. Көмүш тәңкелер царский монеталарында. И был неге патинированный, вот қарайтылған, старинный ақшатып істетілгенінде. Қалған мына бұл брошкалар ақ қына түгі түстері қалайынды. Вот эти вот камни вы сами находите или... Ну, брошки покупаем, вот под размер уже выпиливаем, вставляем сами. Камни. Камни, да, вот эти сердолики, они бусы как покупаются, вот это. Шулай айтып, Руслан, зур рахмат. Іштәрігідісін бәйгілі, Рүстам, зур рахмат. Іштәрігідісін һәм біздің бәйгілі қатнашқанығыдысін хізге артабанда оңыштар тілеп қалабыд. Амин, амин. Рүстамдың іштері тұрағында айтып тәхекілі, мұна Рүстам бір-екі ел біздің ұсталар үшін бек көп ұшындай қол іштәріне күйентәлі сұлпы болғанмы, айрым алқалар болғанмы, тек ол
этник шундай бидәүстәр эшләүсе ювелир. Шуңа һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙ ысынлап реконструкцияны бик төплө итеп өйрәнеп эшләйһегеҙ. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм артабан да уңыштар теләп калабыз. Рәхмәт. Оҙатабыҙ һеҙҙе үҙебеҙҙең тирмәнән һәм дә беҙ киләһе беҙҙең финалистыбыҙҙы ҡаршы алабыҙ. На презентацию своей работы приглашаем Евлахова Александра Александровича. Пожалуйста, проходите к нам в юрту. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые жюри, зрители. Ну, что я могу сказать? Первый вопрос. Вот когда вы начали заниматься этим делом? Когда вот сделали свое первое башкирское украшение? Ну, непосредственно уже, поступив в колледж. До этого как бы не было возможности, ни инструмента, ну и как бы просто изучал, наблюдал, читал. Учусь я в Уфимском художественно-гуманитарном колледже. А сами откуда родом? Сами с Дюртюлей. Из какого рода? Из какого рода? Очень такой тяжелый вопрос. Наверняка, раз уж вы живете в нашем регионе, наверняка какому-то роду все равно принадлежите. Я этому уверен. Ну, расскажите поподробнее о своих работах. Ну, я вкратце расскажу. В принципе, вот в этой серии как бы моих изделий использовалось 3 техники: чеканка, штамповка и филигрань. Камень использовался сердолик и яшма. Ну и все это собиралось, так скажем, в одно целое. Нет, это не Ну а сколько времени нужно изготовить, чтобы вот такую красоту? Ну, если прям конкретно, то, может, неделя. А так, если в расслабленном виде, то месяц. Нет, конечно. Ну, из какого металла это делается? Ну, мы в основном делаем это все из мельхиора, либо из низильбера. То есть... Ну, я смотрю, вот вы пришли сегодня к нам не с пустыми руками еще. Ну, да. Ну, это все то же самое. Да. Просто... Да. Ну, вот это вот штамповка и как бы... вам не надо. АГ-камера. Ага, вот. И камень яшма. А это уже... Это очень сложнее. Вот мы видим на экранах, как вообще... Это сережка же, да? Ну, это подвеска, да. Подвеска. Как она делается? Как она делается? Да. Прям полностью технику. Ну нет, вот технологии, что вот эти вот маленькие проводочки, проволочки. Это не проводочки, это прокатанная проволока. А, прокатанная проволока. Да. Она сначала собирается каркас непосредственно из толстой, вот этот вот толстая проволока, так скажем. И, можно сказать, короче. Когда делаем, когда просто на фото смотрим и как бы вот. Да. Ну что ж, спасибо огромное. Спасибо. Пожалуйста. Возвращаю ваши изделия. Пожелаем мы вам удачи. И чтобы вы получили... Очень интересный вопрос, с какого рода. Недавно, опять-таки, в конкурсе «Башкирский красавец» у нас был известный кутюрье Гуляев Игорь Геннадьевич. И когда я начал интересоваться, потому что у нас Гуляева, башкиры есть в некоторых районах нашей республики, даже Давлекановском, там, Зиянчуринском и так далее, я говорю: вы случайно не башкир? И когда начал интересоваться, оказывается, его отец родом из Курганской области. Я тогда спросил у него разрешение: давайте вам сделаем шежере все-таки и убедимся, кто вы на самом деле. Он, естественно, не отказал, и мы на следующий год будем делать шежере Игоря Геннадьевича Гуляева. Ну, Александр Данилович тоже нужно сделать. Да, я вот как раз-таки хотел подвести к этому Кирдякину. Даниловичу сделаем тоже. Уважаемые друзья, уважаемые зрители,
YouTube-канала. Буквально через некоторое время к нам вновь присоединятся наши конкурсанты онлайн-конкурса. А мы сейчас переходим вместе с вами номинации «Детский костюм». Башкирский национальный костюм имеет богатую историю. Народный костюм – ценнейший памятник народного творчества. Дорогие друзья, в номинации «Детский костюм» мы ознакомимся с работой финалистки конкурса Киньябулатовой Алсу Фаилевны, город Уфа. Прошу прощения, Киньябаевой Алсу Фаилевны. Алсу Фаилевна, здравствуйте, проходите к нам. Исмим Алхау, мин Юрматтарова башкортомун. Милли киемге келгенде инде біз мәжбүр иттелер ти һәм дә хата булмас, чөнки без Мәргән уксы хәрәкәтендәбез һәм онда мотлак милли кием киергә тиешбез инде. Шуңа без хатып алу бик кыйммәт, шуңа үзебез тегә башланык. Шулай итеп шөгыльләнә башланык инде. Раз уж вы принимаете участие в номинации «Детский костюм», вы только шьете детские костюмы, да? Нет? Нет, мы шьем и для взрослых. Точнее, мы и шьем и детские, но мы вначале начали шить для мужчин. Да, вот остановимся на этом. Хотела бы сказать не костюм, а одежда все-таки. Будучи представителем движения Мәргән уксы, это для нас одежда. Здесь мальчик в штане, это штаны с широким шагом, рубашка с кисточками, такия стеганая получается и, собственно, казакин на круглых пуговицах, характерный для 19 и начала 20 века. Все мальчики одевались вот именно так, несмотря на местность деревни это или город. А вот на что нужно обращать мастеру внимание, чтобы создавать вот такую вот одежду? Мы, конечно же, изучаем архивные материалы, это фотографии, это музеи, и благо нас, мастеров, сейчас много, мы у друг друга учимся и соперничаем в таком позитивном ключе, так скажем. А кто ваши модели? Наши модели здесь в данном случае это друзья, дети наших друзей, а вообще, если вы посмотрите опять-таки на Мәргән уксы лучников, можете увидеть наши работы. И девушки уже 2 года подряд шьют у нас платья из льна и ходят вот так в повседневной жизни по городу в кедах и как-то приспособили наши платья уже для городского стиля, так скажем, да, вот. Ну что ж, Алсу, огромное спасибо тебе за твои работы, за твой показ. Ну и вот маленький вопрос. Егілік кіна біздің осырашы болды, алғы мұна заманса төвейтергенде реконструкция менен шығылына һәм біздің еш қыздарға шындай күлмәктәртіге һәм неме әйтерге керек, сын мағынасында көп кіна біздің ештәрібі, заманса ештәрібі төвейтегенде түрлі сараларға, мәселен, өтіп барған біздің Аднахайын өтіп барған Самауырлы Ритайым, Рөстәм Абдыразаковтың бір сараханда кейіппелер сын мағынасында ол мотор, һиңа зур рәхмәт һәм әйтеп өтті бетінде Мәргән уксыла катнаша һәр вакыт ул аттала йөреп, уктан ата, үзе костюмдар аттыга молодец һәм менә ошо номинация килгәндә, уны әйтеп үтәргә кирәктер, чөнки балалар киемдәре номинациясында безнең эшләребез күп булһа, уларның сифаты ягынан бик хүлпән булды. Шуңа күрә алгы бүгенге көндә ошо номинациянан иң яхшылары булып чыктың. Бүген финалга үттең һәм менә һин ниндәйдер бер локомотив, авангард буласакың. Шуңа күрә һиңә карап барлык костюм яһаган, костюм эшләгән безнең мастердарыбыз һинең арттан барасак, шуга һиңә уңышлар. Рәхмәт. Бер һүз генә әйтеп үтәем. Милли киемді киейік, сөнки тик табиғи тоқымалардан тегілген, тіккен кішінің йылыһын хақлаған милли кием тәнгә сихәт, янга рәхәтлек бирә. Драк реклама. Шулай ук әйтеп үткем килә, бөтә конкурсанттарга, бөтә реконструкторларыбызга, яңа яшь дизайнерларыбызга балаларның киемдәренә ысынлап та зур һеҙҙең
урыс айткан внимание булырга тиеш һәм һез аны карарга тиешсегез. Чөнки шул Руденко, Шитова китапларыбыз бик күп, музейларыбызга килегез. Анда бик күп безнең экспонатларыбыз бар. Фондтарда карарга кирәк. Һәм алһу һезгә зур рәхмәт, ысынлап та һез Артур Айдарович әйткән һымак, локомотив һәм һезгә карап, һезгә тиң булып калган эшләрдә балаларның матур-матур сагау киемнәре, шул ук казның өрпеге менән булган костюмнарны бик тә көткәйнем, әмма үкенечкә каршы быелга юк. Киләһе елда конкурсантлар безнең күбәер дип уйлыйм, башкорт милли киемнәрен кигән балаларның киемнәрен күрһәтерләр дип ышаныста калабыз. Һәм уңышлар һезгә. Зур рәхмәт, зурлаганы булсын. Хау булыгыз. Зур рәхмәт Алһу, без һине озатып калабыз. Бывают руки непростые на вид, как все обычные. Их называют золотыми, они к труду привычные. Переходим к номинации «Современный авторский костюм». Заман башка, заң башка. Тигәләр дә, әмма традицияләрне хаклауда, үстерүгә бик зур игътибар бүленә. Мы вновь обращаемся к приложению Zoom и будем знакомиться с работами мастеров посредством интернета. Итак, дорогие друзья, первый мастер в этой номинации — Батпинова Радина Амандыковна, участница из Казахстана. Радина, вы нас слышите? Да, я вас слышу, меня хорошо слышно? Хорошо, мы рады вас приветствовать. Ассаляму алейкум, халмахагаз. Я бы хотела рассказать свое знакомство с культурой башкирского народа. 6 лет назад здесь, в городе Алматы, где я сейчас живу, приехала группа «Аргамак» и выступала с концертом на международном фестивале этнической музыки. И тогда я услышала впервые в жизни курай и влюбилась в этот звук. И после этого я начала знакомиться с творчеством группы «Аргамак» и все время мечтала съездить в Башкортостан. А потом я узнала, как оказалось, что я родилась, оказывается, возле Башкортостана, в городе Актюбек. Это на границе с городом Орынбор. И в 15 году я специально приехала в свой родной город, чтобы быть ближе к вам. И в 17 году только я поехала в город Уфа, сходила в Национальный музей, видела все экспонаты. Мне очень сильно понравились все украшения, национальный костюм. Мне очень понравились башкиры, я их очень сильно полюбила. Мне очень нравится музыка ваша, мне очень нравится ваш чай с чабрецом и с медом. Вернувшись домой, переполненная этой любовью к культуре башкирского народа, мне хотелось что-то, как художнику, хотелось как-то выразить. И в то время я занималась росписью одежды. Но это было очень редко, это были национальные казахские украшения. И я пошла, купила футболку, сделала роспись башкирского нагрудника. И как оказалось, оказывается, этим никто не занимался в Башкортостане. И я оказалась первой. И с тех пор я выложила эту фотографию в Инстаграм, и ко мне начали все звонить, знакомиться с Башкортостана. Я была очень счастлива. Мне сразу же позвонили, чтобы сотрудничать. И с тех пор это дело начало развиваться. Сейчас вы видите вот на фотографиях то, что это переросло нечто большое с футболки. И в каждой одежде я всегда выражаю свою любовь к культуре башкирского народа. Вообще во всей этой коллекции хотелось бы, знаете, сделать так, чтобы этника была
вписана в городской стиль, чтобы ее могли одевать абсолютно все, начиная, скажем так, с 18 лет или с 15 лет и старше, чтобы это был такой городской современный стиль, смешанный с этникой. Может быть, у вас есть вопросы? Уже задавал? Меня слышно хорошо? Сейчас да. Что нового вот ты внесла в традиционный национальный костюм еще? Вот какие у тебя мечты, чтобы пропагандировать наш башкирский национальный костюм? Да, вы знаете, у меня есть свой бренд, который родился параллельно с росписью башкирского нагрудника. И везде, в каких-либо показах, где бы я ни была, в какой стране, я всегда с собой вожу росписи башкирского нагрудника и пропагандирую культуру. Моя мечта — это, конечно же, подиумы в Милане, Париже, чтобы сделать это очень модным, Аминь. потому что это очень красиво. Спасибо большое, Радина, огромное за твою работу, за то, Спасибо что ты вам большое. участвуешь в этом конкурсе. Ну что ж, уважаемый жюри, вы уже увидели работы Радины. А мы выходим на связь со вторым финалистом, финалисткой в номинации «Современный авторский костюм» Хасановой Гульнары Фаритовны, город Уфа. Гульнара, вы нас слышите? Вы на связи? Здравствуйте, да. Меня зовут Хасанова Гульнара. Я родилась в Мелеузовском районе. Занимаюсь шитьем с 14 лет. В школе участвовала в олимпиадах. И потом закончила наш колледж сервиса и ремесла. И вот в этом году, в июле, закончила нефтяной университет по специальности модельер-конструктор. Расскажу, как началась история этой коллекции. Года 2-3 назад на практике в университете мы создавали реконструкцию башкирского национального костюма, и наш преподаватель свозил нас в музей национальный и порекомендовал какие-то учебники, книги. Я начала рассматривать картинки и подумала, что это работает кутюр просто, и что я хочу носить такое же в повседневной жизни. И начала собирать мудборды, то есть такие доски вдохновения, как одеваются современные блогеры, как одеваются, то есть, точнее, как одевались раньше, музейные экспонаты, делала фотографии всего, что можно было, собирала иллюстрации, орнаменты. И в какой-то момент в голове начали появляться образы. Я настолько этим загорелась, что мне даже начали сниться костюмы в современных образах. И я подошла к своему руководителю и попросила помощи для того, чтобы сделать коллекцию современную. И в итоге эта работа потом превратилась в дипломную. Я также участвовала в конкурсах, писала научные статьи. Изначально тема диплома была презентационный костюм в национальном стиле, то есть она предназначалась для гидов, для встречающей группы, для каких-то спортивных мероприятий, для выступающих на сцене ведущих, например. И в итоге диплом был завершен, но не до конца, потому что в феврале закрылись магазины тканей, коллекция, работа над коллекцией немножко приостановилась, да. Но сейчас, когда я уже закончила университет, мне позвонили с университета, мой руководитель говорит: давай, все, будем продолжать. Наконец-то магазины открылись, и вот за октябрь-ноябрь еще получилось дошить 2 образа.
Я использую в основном натуральные итальянские ткани, стараюсь. И каждый элемент это ручная работа, аппликация какая-то. Например, вот тот елен, с которым я сижу, здесь имитация позумента, она выполнена из вышитой органзы. То есть мало того, что несколько месяцев разрабатывается эскиз, я пытаюсь в голове преобразовать его в современный образ, потом отрисовываю вот эти вот все элементы, разрабатываю конструкцию, отшиваю все вручную, и вот каждый вот этот орнамент отрисовывается, сначала шаблон, потом вырезается, потом аккуратненько все это заутюживается. В общем, работы тоже очень много. Все это ручная вышивка, аппликация, изготовленная самостоятельно. И на сегодняшний день я развиваю свой блог в Instagram, в TikTok и выкладываю процессы работы, и очень многие люди удивляются, что столько на самом деле труда в это вложено, и я вижу Эфир у нас сорвался, но мы конкретно все равно ознакомились с работами, действительно очень хорошие работы у Гульнары. Также мы ее благодарим и пожелаем удачи. А вот третью финалистку, следующих, скорее всего, финалисток в этой номинации мы приветствуем также у нас в юрте. Мы приглашаем сюда Юлдашбаеву Розу Рафиковну. И Ахметову Саиду Мухаммедгалиевну, Балтачевский район. Белокатайский район, прошу прощения. Роза Рафкатовна, вы из Уфы. Рафиковна, вы из Уфы, ну а Саида Мухаммедгалиевна из Белокатайского района. Добрый вечер. Якунра, правильно. Короче, коллекция у нас называется «Ханумдар», над которой мы работали вместе с белокатайскими мастерами, село Белянка. И лучшими мастерами, я имею в виду. Работа очень нравилась, и очень удачно она у нас пошла, потому что им нравится работать, мне нравится с ними работать. И в то же время я старалась сохранить их традиции и рисунки, как бы, но использовать их в современной одежде. То есть, вот. Работаю я уже больше 50 лет, на пенсии, как говорится, но продолжаю еще думать, работать и показывать. Изделия выполнены из итальянского шелка, бархата, но вся вышивка ручная. То есть они все выполнялись в село Белянка. Лучшие мастерицы – это Саида Торптор. Вот. Дальше. Сейчас скажу. Ага. Платья предназначены для нет, как это называется? Ой, вылетело из головы. Для ой, он да. Тоже память уже. Ида. Потом я добавлю. Bedelek evlerden, katnelerden on. Кыртыйлердин ондуктан сагарып нейте шыбайтта тур кой тургайныгында биде койбут дебединде. Ошон улдай окутуп алып кетти бит энди. Азыр современныйраак этип башларга уйданык. Бир орунда гана токтоп турмайык деп. Роза Рафиковна эл көргөзмөлөрдө, выставкаларда энди очраша тургайнык, анан таанышып кеттик. Анан ушундай матур этип иштерди көрсөтө билгенине бизди акылдар öğretti.
ептерді ересек қаларға біз мына әлік андай етіп мотор етіп ішлемей тұрғайнық. Аның арқағында біз мотор етіп қайыр қала ептерді қаларға үйрендік. Мына бұл костюмдарды біз қайынық енді. Мына Хафиза Барағида пайдың іші. Ұста. Енді, ей, одақ отырды, көдем көрмей, бұл ішті қосам бітірі енді етіп. Мына әбедекі түгіл. Мына әйі. Бұл сигу турасында тоже үйлеп Ханымдардан соң мен тағында микрофонды жақынырақ. Сейме Дамировна Маратовна менен Экранға көреттерді керек берегі тәрі. Можете вывести нам картины на экран, пожалуйста. Да вот цвета какие-то не такие. Но я считаю, что мы очень неплохо сделали даже эти два платья. Ну а каким требованиям должен отвечать? Авторские, они должны, это, как вам сказать, женщинам должно нравиться то, что вот так делают. Это должно их радовать, удивлять. И они с удовольствием, прям все сказали, очень хорошие изделия, мы будем носить, давайте выпускать в большом количестве. А вот эти вот узоры, вот, которые сшиваются в платье, их можно повторить? Можно и лучше. Можно. Еще лучше можно сделать. Еще лучше можно. Шулай айтып, сығыштарға да сізді зор рахмет. Әлбетте, осы видеоларды көргенсізде, мен шулай көз алдына бұл өденсәліклі сигу бейті бет. Балақатай яғытына ғана сигалары қарышын деді. Балақатай бейдектері бұл. Мына фұрсатмен файдаланып, Роза апайды мына бүттін халыққа айтып өткелі, біздің ең қалдары түйті, ағынайдар бөтті бәйтәбет, ғұмыр бойына костюмынан шоғылған кіші, ол үсін мағанағында біздің мына қатын киімдерінің реконструкциясы боларақ, ол мына білдәлі авангард, жолық локомотив болып тұр. Роза апайға зор рахмет. Біздің конкурста қатнашы оғыдмен мына біздің үшін мәртебе біздің конкурсқа келіп өдегіздің ештәрігеті көректәне кедесін. Зор рахмет етке хаулық. Менің бір тілек бар айтерге. Айтыңыз. Мына сигүйді көтерге. Ол башқұрттардың бик батыр нелері бар. Шофтары нелері. Шуны современные кульмектерді почаще использовать, как говорится. Но этому надо научить. Конечно, школу надо открыть. Вот я что считаю. Вот, Розапай, очень нужно. Вот этот конкурс первый, он даст очень большой импульс для всех, кто занимается не только костюмами, и вообще в целом. И тот большой призовой фонд, который создан благодаря инициативе и поддержке главы Республики Башкортостан, обязательно он даст очень большой шаг и импульс для дальнейшей работы. И все те моменты, которые вы сегодня говорили, или все участники, они будут учтены, и на следующий год мы обязательно постараемся сделать еще больше и ярче, школу надо открыть, школу. И качественно. Спасибо. Зур рахмет, Роза апай, Сайда апай, зур рахмет. Сығыштарға түсін хүді ұдатабын. Рахмет. Рахмет. Рахмет еді, халық. Әмді енді оңыштар тілеп қаралбыд. Әдәгі өтігіді шында. Зур рахмет, қадірлі достар, құрметлі жюри ағзалары. Шының мұнан біздің көргәдмәлері адағына яқынлашты. Әмді әдіге оңыштар тілеп кәңешмеге ұдатабыд. 20 минутқа тәнәфіс, құрметлі тамашасылар. 20 минут перерыва, и вновь мы встретимся на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества.
Тан гына тумай мөгжизә, мөгжизәләр туа бай күңелле, алтын куллы халык бар ердә. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле дуслар, Башкортстанда Башкорт милли кием осталарының тамга халыкара конкурсының йомгаклау мәле килеп итте. Иң тулкынландыргыс мәл, кадерле дуслар. Сегодня, 13 декабря, на площадке рядом с Конгресс-холлом Торатау проходит заключительный тур международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Каждая нация, несмотря на современный стиль, старается сохранить свой народный костюм, поскольку это история и символика. Не только на праздниках и фестивалях, но в повседневной жизни можно встретить человека в традиционном обличии. Это своего рода развитие, визитная карточка, а также дань уважения нашим предкам. Біздің республикала иғлан етілген үряңы проект Башкорт милли киемен тігу ұсталарының бірінші халықара тамға конкурсының хуңғы туры үтә бүгін. Конкурс үде қойған мақсаттарға ирешті. Милли киемді пропагандалау ішіне зор үлеш индірді. Һәм әлбетте Башкорт милли киеменә қызықханау уятты. Организаторами международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга» выступили правительство Республики Башкортостан, глава Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Национальный музей Республики Башкортостан, Международный союз общественных объединений Всемирный Курултай Конгресс Башкир. Шулай итеп, кадерле дуслар, без бүләкләү тантанахына күсәбет. Переходим к церемонии награждения. Специальные призы вручают члены жюри. Ничволода Елена Евгеньевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Музея археологии и этнографии имени Кузеева. Усманова Салима Маратовна, научный сотрудник отдела этнографии Национального музея Республики Башкортостан, художник. Ну что ж, специальными призами в номинации диплом, денежным сертификатом в 10 тысяч рублей, а также специально к конкурсу были подготовлены памятные серебряные монеты. И, конечно же, мы их всем вручим. Спецприз. Номинация «Семейные реликвии». Награждается Ахтариева Фазлыева Альфия Макаримовна, город Уфа. Наши бурные аплодисменты. Фото на память. Наши искренние поздравления. Спецприз в номинации «Искусство вышивки». Ахтямова Сайда Мухаммедгалеевна, Белокатайский район. Примите наши искренние поздравления. Эти бурные аплодисменты звучат в вашу честь. Фото на память. На память серебряная монета и кожаный брелок. В номинации «Амбассадор башкирской культуры» Кужин Азат Галиаскарович, Польша. Он сегодня смотрит нас в онлайн-формате. Организаторы обязательно передадут ваши призы. И, конечно же, шулай кадерле достар, Азат үзенең махсус бүләкләрен әзерләгән. Азат, безгә кулыңда булган бер күрәбез һәм дә инде Азат безнең жюри ағзаларына һәм дә инде конкурста катнашучыларга үзенең махсус бүләкләрен әзерләгән. Бына ошо китап биргә була. Без ул бүләкләрне махсус рәвештә тапшырасак бул. Переходим к следующему номинации. Номинации за вклад в сохранение и развитие традиционного башкирского костюма. Аубакирова Гашура Зайнуловна, Абзелиловский район. Наши искренние поздравления. Смотрим фотографу, улыбаемся, чтобы запечатлеть этот торжественный момент на долгую память. Номинации за пропаганду башкирского народного костюма.
Аслаева Сарвар Гильмединовна, город Уфа. Уважаемые конкурсанты, пожалуйста, не скупитесь в аплодисментах. Искупаем же мы нашу участницу Гашуру Зайнуловну аплодисментами и порадуемся за ее успехи. Номинации за пропаганду башкирского народного костюма. Аслаева... номинация за пропаганду башкирского народного костюма. Также награждается Яхина Альбина Режапова, Челябинская область. Примите наши искренние поздравления, эти бурные аплодисменты. Ну и фото на память по традиции. В номинации за пропаганду башкирского народного костюма награждается Демина Зоя Васильевна, город Уфа. Переходим к следующему номинации. Номинации за пропаганду башкирского народного костюма. Шангариева Лейсан Хакимьяновна, город Уфа. Ее нет, но приз свой она обязательно получит. А мы переходим дальше. Дорогие друзья, номинации за пропаганду башкирского народного костюма. Гилязуддинова Сайма Дамировна, город Уфа. Сейма апай біздің құтлауларды қабыл етіп алығыды. Алқыштар хемден өсім яңғырай, әмде енді иттелікке фото. Номинации за вклад в сохранение и развитие традиционного башкирского костюма. Галиева Альбина Шавкатовна, город Учалы. Отлично. Ну что ж, мы радуемся за вас. Примите наши самые искренние поздравления, памятные подарки. Завершилось награждение специальными призами в номинациях, и все 10 человек награждены дипломами и сертификатом номиналом 10 тысяч рублей. Дорогие друзья, объявляется перерыв на 5 минут. Буквально через мгновение мы с вами увидимся.
Біздің туған елімізде бір бар кіші хызмет хүйе. Сүнки хызмет шатлық бізде тұрмышқа илхам бере. Тағыла халқымызда хызметіне көре хурматы деп әйтелер. Пришло время назвать победителей тех, кто заняли третьи места в номинациях. Победители награждают члены жюри, писатель, журналист, руководитель творческого объединения «Мосафир» Азамат Рамилович Юлдашбаев и главный специалист по фольклору Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, координатор конкурса «Тамга» Гульвина Валитовна Баймурзина. Третье место в номинации «Современный авторский костюм» заняла Хасанова Гульнара Фаритовна, город Уфа. Она награждается дипломом, памятной монетой, кубком и денежным сертификатом на 30 тысяч рублей. Также дипломом, памятной монетой и кубком, денежным сертификатом на 30 тысяч рублей награждается Киньябаева Алсу Фаилевна, город Уфа, занявшая третье место в номинации «Детский костюм». Алсу, прими наши самые искренние поздравления. Фото на память. По традиции, бурные аплодисменты конкурсантов звучат в твою честь. Третье место в номинации «Башкирский национальный костюм реконструкции» заняли мастера Шафикова Гюльнара Рафаиловна, город Уфа. Аплодисменты продолжают звучать. Давайте же порадуемся за Гюльнару. Фото на память. Искренне поздравляем и желаем дальнейших успехов тебе. Также третье место Галеева Заниля Сафаргалеевна, Челябинская область. Они также награждаются дипломом, кубком и денежным сертификатом на сумму 30 тысяч рублей. В номинации «Аксессуары башкирского традиционного костюма» мы еще не завершили церемонию награждения. Награждается Курамшина Гульнас Фанировна, город Москва. Ее здесь нет, но призы обязательно, дорогие друзья, дойдут до нашего победителя. Гульнас также награждается дипломом, памятным серебряным монетам и, конечно, кубком, денежным сертификатом на 30 тысяч рублей. Но, дорогие друзья, переходим к следующим местам. Второе место в номинации. Победители награждают, конечно же, члены жюри, генеральный директор Республиканского центра народного творчества, председатель жюри Артур Алибаков и член Союза дизайнеров России, член Союза художников ЮНЕСКО, обладатель гран-при Евразийского конкурса высокой моды и национального костюма Этноэрата Александр Кирдякин. Наши аплодисменты, мы вас приветствуем и продолжаем церемонию награждения. В номинации «Современный авторский костюм» второе место заняла Батпенова Радина Амандыковна, Казахстан. Ей вручается также диплом, денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей. И обязательно мы ей передадим. В номинации «Башкирские национальные украшения» второе место занял Евлахов Александр Александрович, город Уфа. Александр Александрович, примите наши самые искренние поздравления. Мы вам вручаем диплом, статуэтку и денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Два вторых места в номинации «Башкирский национальный костюм реконструкции». В номинации «Башкирский национальный костюм реконструкции» второе место занял Вахитов Флорид Раилевич, город Туймазы. Флорид, наши искренние поздравления. Эти бурные аплодисменты звучат в твою честь. Прими от нас диплом и сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Фото на память. И встречаем мы, дорогие друзья, под ваши аплодисменты обладателя второго места Валиеву Габиду Гибадулловну, Курганскую область. Габида Гибадулловна, наши самые теплые, радостные поздравления.
Также мы вам вручаем диплом, сертификат на сумму 50 тысяч, кубок победителя. В номинации «Аксессуары башкирского традиционного костюма» второе место занял Амантаев Рафаэль Альбертович, город Уфа. Также второе место присуждено. Спасибо большое, спасибо. Примите поздравления. Сертификат на сумму 50 тысяч рублей, статуэтка, памятные подарки. И второе место присуждается Гатаулину Ильдару Забировичу, город Уфа. Наши самые искренние поздравления. Фото на память. Ну что ж, мы победителей практически определили. Уважаемый Артур Айдарович, вам слово. Хайырлы кез, хөрмәтле милләттәшләр, безне әлеге мәлдә туры эфирдә караусы безнең милләттәшләребез, регионнарда яшәүсе, шул ук безнең белән бергә булган сит илдә яшәүсе милләттәшләребез, безнең кардәшләребез, аерым рәхмәтләремне мин әйтер идем безнең жюри әгъзаларына, әлеге мәлдә безне сит илдән карап барган һәм үзләренең баһаларын биргән жюри әгъзаларына, безнең бүген бергә булган жюри әгъзаларына һәм әлбәттә безнең конкурста катнашкан катнашучыларга, чөнки һезнең бында булган эшләрегез ул менә конкурска әзерләү генә эшләре түгел. Бу безнең беренче конкурс. Бүгенге конкурста 10 ел буе эшләнгән костюмдар, ялмаһа аксессуарлар күренде. Һәм без барда баһа бирергә тырыштык. Кызганычка каршы бүген без ошо сарала беренче урында һәм гран-прини бирмәйсәк, без чөнки иртәгә 19 сәгатьтә Юлдаш телерадио компаниясының тура эфирында 19 сәгатьтә башкорт теле елына йомгаклау сараһы үтә. Шунда Алла буйрга без беренче урындарды һәм гран-прини билдәләйсәкбез. Барыгызга да сын күңелдән рәхмәт әйтергә рөхсәт итегез. Хаулыгызны хаклагыз, чөнки без кызганычка каршы шундый заманала яшәп ятабыз. Шуңа безнең костюмдар яшәргә тиеш. Костюмдар безнең телебез яшәргә тиеш, халкыбыз яшәргә тиеш. Безнең тел булганда, безнең тарихыбыз булганда, безнең киләчәгебез бар һәм безнең милләт яшәйсәк. Зур рәхмәт барыгызга. Большое спасибо, Артур Айдарович, за теплые слова и пожелания. Ну что ж, дорогие друзья, мы увидимся, конечно же, завтра в Государственном концертном зале Башкортостана в 19 часов и на телеканале БСТ. Поздравляем всех победителей. Вам желаем дальнейших успехов, дорогие друзья. Ну, а мы прощаемся с вами. Киләһе осрашкандарга тиклем һау булыгыз.